или купить платье, или купить холст. Я выбирала холст. И отец, потом педагоги говорили, ну вот, посмотри, сходи в библиотеку. Может быть так, может лучше, это же хорошо. Я сказала, это мои ошибки. Пусть я буду ошибаться, но я сделаю так, как никто не делал. Я не хотела повторов. Надо знать музыку, литературу. Надо знать очень много всего, чтобы сделать, допустим, один холст, на котором, допустим, будет 2-3 полоски. Любое искусство, оно является движителем. Первое мое впечатление, это, конечно, вот отец наклонился надо мной, я рисую что-то карандашиком. И сразу такая заметка, рисуй так, я так не хочу. И так было всю жизнь. Когда мне говорят что-то делать, я делаю всегда по-другому. И всегда хочется сделать то, что никто еще не делал. Папа у меня был и архитектор, и живописец. Он заканчивал Академию художеств, поэтому он мне дал большую школу такую. Но все равно я хотела идти своим путем. Она в 4 года, ее уже печатали в газетах. На протяжении всей жизни она меняет занятия свои. Она то стихи пишет, стеклом литым занималась. Сейчас у нее концептуальное искусство. То есть ей надо обязательно самовыражаться. Без этого она не может. То она может лазить по каким-то старым свалкам, фотографировать ржавые краны. То есть это был период такой. То есть ей надо было фото сделать именно вот в голове у нее созревает, и она должна обязательно выразить это. Стеклом у нас раньше занимались практически все женщины. Во-первых, это очень красиво. Оно блестит. И раньше я занималась, мне очень нравилось цветное стекло. Чем больше цвета, тем лучше. Я делала очень много витражей, работы, которые назывались «Цветы», «Салют», еще что-то, «Морское дно», все такое вот. А с возрастом, опять-таки, я поняла, что стекло, материал сам по себе, он сам красив. И я стала заниматься только бесцветным стеклом. Есть пескоструйка, дополнение, есть гравировка. А сам вот этот, как дует этот пузырь, как там стекло кипит, вот, и оно разноцветное, и оно получается просто вот как будто воздухом налит этот шар, потому что основа всегда шар, потом в форму ставится что-то. Вот это и есть дыхание стекла, дыхание жизни самой. Но очень тяжело физически, потому что если большое стекло, допустим, литого витража, я проходила практику у Стошкуса в Вильнюсе, он делал литой витраж, и я делала литой витраж много на наших объектах. Он весит, я не знаю сколько, 20-30 килограмм, и ты берешь его из печки горячей и тащишь в ящиках. Тяжело. У нее нет комплексов, у нее нет ограничений, а это самое главное. То есть я вот что хочу, то и могу нарисовать, сделать, вот что мне хочется. С 1975 года участвовала практически на каждой выставке. У меня очень много выставок. Я все время ездила на завод, как и многие наши девочки. Вот, и занималась малыми формами тоже. Я помню первую свою работу, если вспомнить, это опять-таки какой-то студенческой, тех годах 70-е, 80-е, уже раньше 60-е, то на наших выставках декоративного искусства была посуда. Фарфоровая посуда, стеклянная посуда. И нас этому учили. Я закончила декоративное отделение, нас этому учили. Но когда я приехала на завод, сказала, я так не хочу. Я сделала сосуд и загнула горлышки. И увидела, что это похоже. И вместо того, чтобы раздуть бока, как бы вот втягивается, он плоский получается. И прилепила листики, как будто это ветер. Здесь у меня получилось из обыкновенного сосуда, у меня получилась декоративная композиция ветер. И когда я ее сдала на выставком, у меня ее не приняли. Почему? Савицкий сказал, это же безобразие, как туда налить что-то?
Вот. Это функция, было все функциональное, потом стало все декоративное. А теперь вот этот современное искусство, оно вообще не предполагает, оно совсем другое. Некоторые вещи купить невозможно, их невозможно повесить и не нужно. Они разовые. Перформансы, инсталляции. Но любое искусство, оно является движителем. Кто-то посмотрит, кто-то вдохновится, кто-то сделает другое. Услышишь музыку современную, напишешь картину. Кто-то увидит картину, напишет музыку, напишет стих. И таким образом, вот, я считаю, развитие происходит какое-то в мире. Она знает вот ту современность и актуальность, которую мы не знаем. Вот есть такие люди, которые живут, да, вот, и несут в себе вот это знание и выдают его исключительно эмоционально. И ты, как человек, который вот живешь там вот в мире там логики, да, какого-то вот прогнозов каких-то, да, таких алгоритмов там и прочей всякой там такой жизненной, да, как бы схемы. Вот порой смотришь на это так вот, не понимая, с удивлением, думаешь, что человек действительно что-то там открывает, но я уже к этому привык, и даже я бы сказал, что, в принципе, любой ее какой-то вот шаг жизненный, там, творческий, в частности, да, то есть я воспринимаю очень серьезно, потому что, ну, она знает, что хочет и что делает. Познакомились мы с ней в комбинате на Некрасова. Я тогда работала в команде художников. Метро делали, площади Кубоколеса. А она тогда театр, по-моему, какой-то оформляла, но она со стеклом, с литым стеклом работала. Она всегда была очень экстравагантно одета, то есть она современно была одета, но для нас, для того времени казалось, что это, ну, достаточно современно, достаточно необычно. Я писала сначала на ДВП. Почему? Потому что оно просто потому, что оно было дешевле. У нас было такое время, когда или купить платье, или купить холст для Анатолия. Я выбирала холст. Она, как ангел-хранитель для Анатолия Васильевича, всегда была. То есть человек предоставлен полностью творчеству, но она успевала тоже и свое творить. Некоторые говорят, вот я полностью посвятила мужу, он у меня художник, а я тут вот просто домработница, там, я ему полностью посвящена. Нет, у нее такого не получилось, то есть она сама еще и как художник. Очень трудно парам творческим. Они очень часто расходятся только потому, что или каждый тянет одеяло на себя, мне надо больше, мне надо больше. Ну, тут надо еще уважение друг к другу, к труду. Анатолий мне всегда помогал вот в самом тяжелом. Сварка металла в витражах или что-то, вот натягивание холстов вот сейчас. То, что мне трудно. Какие-то перевозки этих из стекла и картин куда-то. Но я ему помогаю, чем могу. Например, я хорошо знаю компьютер, я ему набираю тексты, в этом помогаю. Мы вместе работаем, мы вместе общаемся, мы вместе разговариваем. А советы постоянные. Процесс идет разговора, вот, диалога такого, как решить проблему, как ее острее сделать. Поэтому не назвать это критикой, а беседой, вот, разговором на эти темы. У нас это такая совершенно реально логичная такая история в жизни, которая она проходит в процессе нашей. Когда я пишу, она приходит. Ой, тут ты не попал, вот мне кажется, не попал, вот это зеленое не попало, там. Ну ладно, буду думать. Конечно, советы присутствуют. Почему? Потому что есть какая-то планка вкусовая, планка мировая. И в каком бы ты искусстве ни работал, мне очень нравится много реалистичных пейзажей, так же, как и Толя. Он учился на реалистичных работах, мы все учились в академии. И вот эта планка, что такое хорошо, что такое плохо, она существует, независимо от жанра. Поэтому мы можем делать друг другу замечания. И даже не только можем, а мы спрашиваем. Он спрашивает меня, я спрашиваю его.
И такого мужа, как у Ирины, это действительно ее тоже большая заслуга и подвиг, то, что она и ему помогает, и его и плод, и защита, да, то есть она помогает, и сама в этом пространстве не теряется. Мы разные люди абсолютно. И, наверное, именно поэтому как бы наша пара держится. Просто мы уважаем труд друг друга, но совершенно по-другому. Ведь невозможно, если ты вышла замуж или женился, невозможно изменить себя. Вот это самое главное, что пары хотят, чтобы человек изменился. Но ни в коем случае этого делать нельзя. У меня свой взгляд на вещи, у Анатолия свой. Он занимается абстрактной, можно сказать, не фигуративной живописью. Я занимаюсь сейчас концептуальным искусством. Вот не надо ломать друг друга. Это самое страшное, наверное. Она то романы писала, то стихи. Вот. Ну и параллельно постоянно занималась живописью. И писала всевозможные темы, которые... Одна из них касалась музыки. Она «Музыка и музыканты» написала такую тему. Там попсовая такая, о наших певцах, там, типа «Угадай певца». Но все получалось. Это образ у нее связан с музыкой, так как мама музыкант, и семья жила вообще-то в музыке. Была у нее серия работ. Она рисовала портреты музыкантов, певцов. Ну, тогда современных, там, помню, на пике современности Леонтьев был. И она делала портреты, но портреты нереалистичные. Не то, что вот как она чувствует их, как она видит его формально, так она и могла. Или песню какую-то, вот ей западет какая-то вот песня, она ее спеть не может, но она ее нарисует. Утром рано, в 8 утра, она меня будет и говорит: вставай, давай, говорит, сейчас, попьем кофе, позавтракаем. Я говорю: а что случилось? Она говорит: я стихотворение написала. Я говорю: ты уже стихи написала? Она говорит: да. И я тогда была в то время, наверное, первой слушательницей ее стихов. Она их просто, я не знаю, выдавала, не каждый день, но очень часто. И ее просто распирало от того, что она хотела поделиться с кем-нибудь. Потом на эти стихи наша подруга Ирочка Лисовская в свое время писала музыку. Были музыкальные вечера у нас при свечах. Играла она на гитаре, пела песни. Я занималась раньше абстрактным искусством, и я была одна из первых, которая в Беларуси занималась этим искусством. Потом, когда получилось, уже люди много стали заниматься, я перестала этим заниматься, стала заниматься концептуальной живописью. Что такое концептуальная живопись? Люди, которые смотрят на эту картину, они уже должны знать очень многое о том, о чем я пишу. Например, вот последние мои работы, предпоследние, мы ездили в Голландию, мы были в разных городах. И каждый город я написала различными геометрическими фигурами, различными полосками, различным цветом. Потому что, например, Утрихт – это самый старый город. Я его видела и видела его цвет. Потом, например, Амстердам, он совсем другой, он светлый. Роттердам, он был разрушен весь во время войны, и там совершенно новая архитектура. Свой путь, который она проделала к этому, она вот никоим образом не пытается там вот как-то, знаете, адаптировать в какие-то там условия, рамки. Она видит так и говорит так. Понятно, что это не всем нравится. То есть, это нормально, я считаю. То есть надо говорить именно то, что нравится тебе. Фотография присутствует в моем творчестве, но она
не так факт, как фотография, она тоже концепция. Если взять мою фотографию, допустим, я снимала старые экраны, мне не важны были эти экраны, мне нужно было состояние этих экранов, как они летом чувствуют себя, как они чувствуют себя осенью и зимой, какие они. Это краны новые, это краны, которые уже их разрушили, они уже старые, среди них прорастают цветы. Например, картина «Ржа» у меня есть, тоже это картины 3. Они тоже были как бы социальные, потому что это была снята ржавчина на машине, потом, когда я ее компьютерно обработала, появились работы. То есть у меня нет фотографии как цель. Почему? Потому что фотография – это та же реалистическая живопись. А я к реалистической живописи себя не отношу. И мне интересно превращение. Вот эти превращения – это ведь, когда мы пишем живопись, тоже мы берем потому что художнику негде больше взять краски. Мы берем это с природы, перерабатываем в своей голове, в своем сердце, в своей душе и пишем. Вот так же и фотография. Сначала фотографируешь, потом я перекладываю это на компьютер и делаю то из этой фотографии, что я хочу сделать. В сегодняшний день тоже Ирина продолжает активную позицию занимать, потому что я вот был в 2013 году председателем правления в художественном комбинате, и она тоже член правления, и сколько вот у нее хороших идейных идей было и мыслей, и она за любое движение, она вот так в любую ввязывается, так скажем, и не то что борьбу, а в любую идею и готова ее реализовывать. Также я смотрю, и как она участники Рады Союза художников, и секцию возглавляет ДПМ, да, то есть я вижу, насколько вот эта социальная и общественная позиция, она вот продолжает человеке генерировать. Очень их правильные, интересные мысли, да, то вот вступление сейчас была последняя идея вот на Раде, что Союз художников, чтобы вступил в Международную ассоциацию Союза художников, ну, чтобы немножко мы развивались и пропагандировали наше искусство, потому что действительно так складывается, что белорусов мало знают в мире. Отец мой работал в то время, это были где-то 60-е, 70-е, 50-е годы, когда этого не было. Ну, правда, работы закупались, но немного, это не очень это все было. И работы, очень много его работ, больше 1000, осталось у нас лежать в подвале. Я достала их, отфотографировала. И когда они вот в этом в цифровом виде, и стала посылать в галереи, в музей, оказалось, что они всем нужны. Он окончил академию питерскую, ленинградскую тогда, и у него были очень интересные, знаменитые педагоги, которые научили его не только там отмывки, он прекрасно делал как архитектор, но он делал такую живопись, он писал города, где если идет человек в военной форме, то видна фуражечка, видны погончики, видно, кто он, этот человек. И в доме чуть ли не занавесочки видны. Он интересные работы делал, как строится филармония, как строятся какие-то площади, которые давно изменили свой вид. Гомель старый писал, очень тоже интересные работы. И как только я выставила эти работы, их сразу закупили. Очень много работ, когда я привезла их в Вильнюс, делала, тоже закупили, потому что уже так не пишут. Музеи закупают, и частные лица, и музеи закупают. И здесь музей закупил, музей города, очень много работ. И Брест закупил, он писал Брестскую крепость в 1957 году, когда еще не велись никакие реставрационные работы. И вот в этом году закупили 7 работ. То, что я его возродила, его память, и сделала такую как бы визуальную галерею, у меня его есть. Я считаю, что это вот как бы и долг мой был такой. Она делает работы для друзей, мне так кажется. То есть она пишет, она хочет поделиться, ее прет. Ей надо обязательно что-то сделать для того, чтобы, встретиться, пообщаться. Что касается, допустим, моего последнего проекта «Визуализация звука», то каждая моя работа посвящена музыке, разным композиторам. Там есть, допустим, такие работы, как первый концерт Чайковского, который вот музыкантам я показывала, действительно, начало есть, вторая часть, третья часть. Есть целая серия работ, музыка американская, музыка 50-х годов.
визуализация звука, то есть звук, окружающий нас, звук в нашей жизни, звук ощущения, звук ассоциации и так далее. И проект, конечно, непростой, он сложен из ряда видов искусства: инсталляция, живопись. Живопись такая условная, будем говорить, абстрактно-геометричная. Абстрактно ее в данной ситуации назвать трудно, это, скорее всего, концептуальная. Я не только пишу эту музыку этих композиторов. У меня в голове те работы художников, которые в 50-е и 60-е годы делали в Америке. То есть это все я собираю, вот это собирательный образ. Я не пишу просто музыку, потому что она была бы другая. Звуковая терминология превращается в такую в научную исследовательскую работу. Именно вот как сделать равновесие. Значит, совершенно простая вещь. Поделил холст на черное и белое, потому у нее в основном-то цвета введено практически минимум, потому что работа на черно-белом – это лаконизм идеи, чистота идеи. Там присутствие немножко золота, там и не больше. Я попросила Алексея, сына своего, сделать фильм. И там основная работа будет труба водопроводная. Потому что мне очень интересно было, почему бы мне ноктюрн не сыграть на этой трубе. И кто же так и будет называться? А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте, на флейте водосточных труб? А у меня труба будет играть. У меня труба будет играть, там будет звук, там будет вода. А Ульяна, внучка моя, она будет играть этот ноктюрн. Жизнь с Ириной Ивановной, она такая очень разнообразная, я бы сказал. Ее постоянно куда-то заносит. Она нестандартная бабушка, да, то есть у нас там 2 детей. И вот я бы сказал, что там, знаете, это такая супербабушка, которая просто вся с детьми. Нет, это, конечно, не так. То есть не тесть мой, не Ирина Ивановна, это творческие люди. Они как бы все в своей профессии, да, то есть, или как это можно назвать, творчество профессии, но в деле своем, да. Ой, готовит она прекрасно, пироги печет, это что-то. Уральскую кухню знает. Иногда позвонит мне и говорит: давай срочно приезжай, я тут насолила грибов, и у нас сегодня будут пельмени с солеными грибами. У нее пельмени, пирожки, торты. У нас, честно, ни один праздник не проходит без торта. То есть ее собственного приготовления. И она все время пытается что-то новое сделать. Какой-то новый тортик, новое что-то она где-то узнала. Любит борщ варить, еду готовить вкусную. Вот это она очень любит. Это мне повезло. Вдохновить может, абсолютно ничего. Вот идешь, видишь вот какой-то грязный пол, и, это идея. Знаете, у меня была одна такая история, очень интересная. Значит, в это время кот в деревне забрался на печку, прыгнул, там кормом ему пахло, и разбил мой любимый кувшин, который я привезла еще с Украины, со Львова, весь расписной. Я говорю: ты паразит, кормить не буду. Уже не склеить? Ага, уже не склеить. Уже не склеить. Был проект «Межа». Я делал социальный тоже такой проект. Вы знаете, что год ООН объявлен без домашнего насилия. И тема сложная. Не все художники даже смогли подойти к нему. И она тоже ответила на задание. И я вот этот сосуд разбитый понесла как объект, как арт-объект. У меня соавтор кот. Говорит: а если он подаст? И ребята говорят: а если он подаст в суд? Я говорю: кормить не буду. Это сгусток, наверное, какой-то энергии. Причем я даже не понимаю, когда она устает. Непонятно, когда она это все успевает. Надо знать музыку, литературу, надо знать очень много всего, чтобы сделать, допустим, один холст, на котором, допустим, будет 2-3 полоски.